Решил поделиться своим рецептом приготовления копченой рыбы. Ранее экспериментировал над разными всякими рецептами копчения, но на данный момент остановился на одном самом быстром, самом доступном и самое главное самым вкусным рецептом из всех, что я перепробовал. Рыба получается малосольной, жирной, в общем вкусной. В этот раз я буду коптить морскую рыбу, скумбрию, которую купил в магазине в замороженном виде. Нам потребуется соль, груз или гнет и кастрюля. Предварительно скумбрию я разморозил, почистил от всех брюшных внутренностей и хорошо промыл. В первую очередь нужно хорошо просолить рыбу. Для этого соли не жалеем, посыпаем ей все доступные места. За то время, сколько этой рыбы отведено для просаливания, она возьмет соли столько, сколько ей нужно. Поэтому соли не жалеем. Ранее я коптил только свежую рыбу, и в основном это был карп, лещ, а иногда толстолоб. Мороженая скумбрия – это впервые. Просаливаем каждую рыбу очень тщательно. И закладываем ее в кастрюлю. Сверху для уверенности еще присыпаем солью. Берем какую-нибудь крышку меньшего диаметра от кастрюли. Кладем на рыбу и придавливаем грузом. Таким образом рыба получит свой сок. Закрываем крышкой и ставим в прохладное место или в холодильник ровно на сутки, на 24 часа. Спустя сутки достаем скумбрию из кастрюли. Вот видим, рыба под гнетом пустила сок и, можно сказать, просаливалась в собственном соку. Очень тщательно промываем рыбу под напором воды и помещаем в эту же кастрюлю, только уже с водой. Рыбу в воде вымачиваем ровно час. При этом каждые 15 минут меняем воду. Чем больше рыбы, тем больше должна быть емкость для вымачивания. После чего достаем рыбу и подвешиваем на сутки для того, чтобы стекла вода и чтобы скумбрия немного подвялилась. Я коптил ранее весной, мух еще не было, поэтому мог себе позволить повешать ее на улице. Коптить я буду вот в такой коптильне. Это у меня примитивный самодельный мангал с камерой для копчения и вытяжной трубой.
Мне потребуются ветки для распала огня. Опилки, которые будут далее тлеть. Вот сама камера для копчения. В ней расположены прутки для подвешивания рыбы. Вот, подвешиваем рыбу в камеру для копчения. Для подвешивания я использую обычные крючки из оцинкованной проволоки. Поджигаем эти ветки. Вот они почти прогорают. И добавляем опилки, чтобы огонь прекратился, а тление началось. Закрываем крышку. Дым пошел, копчение началось. По мере необходимости добавляем опилки. Оптимальная продолжительность копчения около 2-3 часов. Больше не нужно, я проверял, да и вообще зачем вам лишний канцероген. Открываем камеру для копчения. Вот так выглядит рыба в процессе копчения, вся в дыму. Вот. Ну и вот пришло время доставать рыбу с коптильни. Видно, что рыба приобрела характерный копчению цвет. Рыбу, кстати, сразу не рекомендую употреблять. Желательно ее после копчения еще не менее суток проветрить, чтобы лишний дым, канцероген выветрился. Вот. Ну а теперь разрежем рыбу, самое интересное. Видно, какая она сочная, жирная, что просолилась, прокоптилась. И скажу, что это получилась самая вкусная рыба из всех, которых я коптил. Желаю всем приятного копчения, приятного аппетита. И жду от вас лайки, подписывайтесь. Удачи!